Здравствуйте, с вами опять Олег Желнин, журналист, главный редактор СМИ «Точка взаимодействия». Я сейчас веду репортаж со сквера «Память поколений» местности Хатынурях, города Якутска. Это как раз прямая граница между Белым озером и Хатынуряхом. И сейчас со мной вместе находится представитель династии Новгородовых. В принципе, они являются, наверное, больше заслуживает внимания эта династия Новгородовых. Ну, об этом чуть позже. Сейчас немного расскажу, в чем дело. Вот смотрите, мы произвели разведку, да, и перед вами сейчас Степан Новгородов. Я правильно говорю, да? Степан Филиппов. Степан Филиппович. Вот давайте. Степан Васильевич, правильно. Вот смотрите, вдалеке. Видите, за вами находится это погост семьи Рыбниковых. Рыбниковых. Вот, ага. Да. Вот мы сегодня сделали разметку для дальнейшего благоустройства, которое будет производиться после получения разрешения департамента памяти культурного Саха-Якутия. И вот здесь вот, я так понимаю, вот под моим чутким руководством мы проводили вот это, да? Я правильно оценил, что вон там 3 входа, да? Да, очень хорошо будет. Вот. Как раз три дорожки будут. Угу. Там будет он, как по вашему плану, тут крест будет стоять, ну, память. Угу. Вот это здесь у нас Сергеевы, вот в этом участке Сергеевы, да? И Новгородовы. Сергеевы, Новгородовы. Здесь Лукины у нас Лукины тоже, вот с Поповыми, да? Так. А здесь примерно, я так понимаю, это вот погост семьи Новгородовых, да? Да, здесь у меня прабабушка, прадедушка, дед, бабушка, дядя. И отец, да? Нет, отец его там похоронили. Вот что, до последней здесь похороны были, вот дед у меня умер. А потом подойдите туда. А? То есть у вас здесь, ну, мы когда проводили раскопки, нашли памятную плиту Новгородовых. Оказалось, Прокопий, ну, на букву П имя. Но точно читалось, что Новгородов. Да. Вот здесь вот, это баба с деткой, это именно те, которые дед украл в Табаге. В Табаге, да. В Табаге да. Украл, да? Да. У Шепелевых, да? У Шепелевых, ага. Деда рассказывал в то время, ага. А хотел узнать, вот самое главное, все-таки дед был казаком? Казаком. И прадед казаком был. Да? Да. То есть он казацкая династия? Да, казацкая, вот прадед казацкая, так он и до последней казацкую форму носил. Да? Ну, такую, правда, не ту, которую они... Я точно не помню, но они, по-моему, из-под... Когда ссылали их же за что-то, вот он, по-моему, где-то Новгород или в том районе. Ага. То есть дед с бабкой, как вы говорите, вот. Дедушка и бабушка, да. Здесь. И они все, получается, все казаки и казачки были. Вот как вы считаете, вот эта вот площадка, да, чтобы понимали, вот здесь будет находиться памятный крест. И мы оставляем плиту, которая здесь была. Посмотрим, как лучше сделать. Ага. И вот здесь мы находимся, да, как раз, Степан, вот я предложил вот вдоль этого забора, который за вами, да, сделать насаждение. Да. Такое возможно? Возможно. Я сам работаю. Где? В лесничестве. Так что мы выпишем и посадим, это делается бесплатно, все. На благое дело, пожалуйста. Вопрос только один. Вот смотрите, вот так делаю, вот, если туда смотреть, и там, если так посмотреть вдоль, и туда посадить, да? Да, вот вдоль этой будет хорошо посадить. Ага. Тут желательно сосенки, ну, березки вот можно там посадить. То есть, в принципе... Здесь основная порода, вон сосна. Ну мы, да, а мы сосны вообще не трогаем здесь. Пускай растут. И давайте пройдем, я посмотрю, я знаю, что вы предложили еще один интересный факт о том, что у вас сохранились... Сейчас это древние вещи, но тогда это было нормально. Сельхоздеятельности, будем так говорить, у нас сохранился плуги, бороны. Я хочу, как казаки были землепашцы, так вот, по жизни они приходили,
садили. Я хочу вот это в дар вам отдать, ну, здесь увековечить. Ну, у меня предложение вот примерно вот где стоит, как сказать, отметка, да, и вот за ней там будет крест, да. И вот здесь уже сделаем по бокам вот этот плуг и барану, да? Да. А там, где стоит отметка, думаю, надо палисадник сделать для цветов, да и все. А по бокам здесь вот можно поставить скамейки с урнами. Я думаю, 2 штук хватит. Единственное, я хотел бы, раз у нас казаки есть, да, может им предложить часовенку здесь поставить. Как раз места здесь достаточно и много. К сожалению, я сразу хотел напомнить людям, что мы ставим памятные плиты, я до этого рассказывал, которые мы нашли родственников, которые есть и которые знают, кто где лежит, в принципе. И вот прямо отмечены, так скажем, отметками, вот небольшие палки, это все, где будут стоять плиты мемориальные. Как их ложить, я думаю, мы еще этот вопрос обсудим. И вот такой память поколения у нас готовится. Я хотел бы еще обратиться, вот, Степан, я вот разговаривал с Владиславом Эдуардовичем Тыпером, который плиты сейчас готовит. Там есть загвоздка, им нужны данные. И вот вы можете тоже обратиться, чтобы все родственники... Да, я постараюсь, у кого знаю, чтобы обратиться. Это можно в письменном, через телефон. Ну да, через меня или в WhatsApp-группе уточнить. И, естественно, может быть, кто-то хочет простые надписи, а кто-то хочет вообще табличку сделать. Это уже вопрос самих родственников. Ну, на сегодняшний день я, наверное, прощаюсь с вами. Это как бы мы были со Степаном Новгородовым. Филиппов? Да. Нет, ну давайте уточнимся. Все-таки вы Филиппов? Я Филиппов, моя мать Новгородова. Ага. Она вышла замуж за Филиппова. Ну, я родова Новгородовская. Ага, понятно. А там дальше еще больше, нет? С вами был сквер «Память поколений». И ждем разрешения на благоустройство. Ну и думаю, дальше я буду держать вас в курсе.